страус маринованный в перловом кодже, арбуз с огурцом в ромашковой сметане и лосось с нектарином. Это не просто необычное сочетание продуктов, а сногсшибательные блюда питерского шефа и самого молодого обладателя звезды Мишлен. Приготовьтесь, будет вкусно! Гора новостей берет интервью у Евгения Викентьева. Сейчас вы узнаете о гуру самых необычных сочетаний продуктов и невероятных блюд. Он воплощает из обычных ингредиентов шедевры кухонь мира. Это самый молодой обладатель звезды Мишлен в России Евгений Викентьев. К своим 26 годам этот шеф-повар уже прошел стажировку в Италии, стал рок-звездой гастросцены, открыл несколько ресторанов в Петербурге и создал более 300 блюд. Евгений продолжает творить, путешествовать по миру, открывать самые лучшие рестораны и гастролировать на фестивалях. Как раз на одном из таких мы его встретили и задали несколько вопросов. А как вам приходят идеи для блюд? А вообще идеи, они как бы имеют свойство, наверное, у многих поваров приходить как бы сами по себе. То есть обычно это даже происходит не на кухне, а в какой-то, может быть, скажем, отдаленном от кухни место. Просто у тебя пришла какая-то идея, у меня есть заметка, она нереального размера. Все вот так вот крутишь на айфоне, она не заканчивается. А какое вам блюдо было сложнее всего готовить? Нет такого сложного. Просто вопрос времени. На какое-то нужно больше времени, на какое-то меньше, для того, чтобы овладеть. Но тут скорее не в блюде дело. Тут скорее же дело в технике, правильно? Потому что любой процесс приготовления – это набор техник, который ты используешь. А какие 5 минусов работы шеф-поваром? Первый минус – это отсутствие свободного времени в должном объеме. Второй минус, конечно, это стрессовая работа очень. Она входит в 10, наверное, самых стрессовых. Потом физически тяжело все-таки. Ты 12 часов на ногах. Что еще? Проблемы с желудком почти у всех поваров из-за того, что они пробуют. И, собственно, когда ты пробуешь чуть-чуть, у тебя все равно желудочного сока выделяется столько же, сколько на обычный объем пищи. Из-за этого происходит такой момент, что этот желудочный сок начинает разъедать стенки желудка, и, короче, у всех поваров проблемы с желудком. Даша Носкова. Евгений Викентьев. Специально для горы новостей.